Пятерка по безопасности. Главное управление МЧС России по Ингушетии признано лучшим в Северо-Кавказском федеральном округе. Только эта потеря влечет эмоциональный подъем. Донорами сегодня стали сотрудники отделения Пенсионного фонда России по Ингушетии. Влился в эстафету счастья. Руслан Ганижев пронесет олимпийский огонь по улицам Ставрополя. Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. В столичной гимназии номер 1 состоялась встреча главы Ингушетии с руководством Рособорнадзора, представителями региональных центров обработки информации Республики Коми из Санкт-Петербурга. На семинаре с участием директоров и преподавателей общеобразовательных учреждений обсуждали подготовку к ЕГЭ-2014. В этом году ингушские выпускники будут сдавать экзамен в особых условиях. Войти в школы можно будет только через металлоискатели. Телефоны и прочие гаджеты заберут уже на входе. А в аудиториях обеспечат полный видеоконтроль. Юнусбек Евкуров обязал региональное министерство образования создать равноправные условия для всех школьников. Глава региона крайне недоволен результатами ЕГЭ-2013, из-за чего в прошлом году произошли серьезные кадровые изменения в главном образовательном ведомстве Ингушетии. Давайте мы все сделаем в этом году, чтобы показать не только Рособорнадзор, а самим себе показать, что у нас все можно сделать грамотно, хорошо. Мы в прошлом году только в большинстве своем из-за ЕГЭ уволили весь руководящий состав Министерства образования. Требования в 2014 году будут единые для всех, для каждого региона. Требования заключаются в том, чтобы единый государственный экзамен проходил максимально объективно, честно и независимо, чтобы честный ученик мог честно сдать ЕГЭ. И все случаи, все факты, связанные с различными моментами помощи сдачи ЕГЭ, будут пресекаться. В расширенном заседании коллегии МВД с участием главы региона сегодня анализировали оперативно-служебную деятельность министерства за прошедший год. Юнусбек Евкуров сделал ряд замечаний сотрудникам ведомства и призвал их к бдительности в связи с предстоящей Олимпиадой. Критике подверглась и пресс-служба МВД Ингушетии в связи с ненадлежащим освещением работы министерства в СМИ. Были и положительные моменты. Отдельным сотрудникам вручили заслуженные награды. Я прошу вас, не притупляйте бдительность, не расслабляйтесь. Помните об этом постоянно. Вы отвечаете не только за себя, за свои семьи, вы отвечаете за общественный порядок на территории республики, вы отвечаете за всех граждан. Вот это надо об этом помнить. Главное управление МЧС России по Ингушетии признано лучшим в Северо-Кавказском федеральном округе по итогам работы в 2013 году. Об этом главе республики доложил сегодня начальник управления Руслан Калоев. Поставленные перед МЧС Ингушетии задачи выполнены. Но эффективная работа продолжается. Репортаж Миланы Хашагульговой. В очередной раз сотрудники МЧС собрались в актовом зале министерства, и поводом для встречи стало признание Главного управления МЧС России по Ингушетии лучшим в СКФО. Итоги работы за 2013 год оказались намного плодотворнее, чем у спасателей из других республик. Наш субъект именно в Северо-Кавказском федеральном округе занял первое место по деятельности по вопросам предупреждения, ликвидации чрезвычайной ситуации, спасения людей на водных объектах и пожарной безопасности. Ну и, естественно, как территориальный орган МЧС России на территории субъекта Республики Ингушетия, это Главное управление, мы заняли, опять же, среди главных управлений Северо-Кавказского федерального округа первое место. Достигнутые успехи были отмечены и региональным центром МЧС. Начальнику Главного управления были вручены кубок и дипломы. Как говорит Руслан Калоев, это заслуга всего личного состава, и останавливаться на достигнутом они не собираются. Мы планируем в июне месяце проведение здесь широкомасштабных учений, заседание комиссии по чрезвычайной ситуации федерального округа. Мы будем просить присутствовать здесь высоких гостей, в том числе и министра
МЧС России Пучкова Владимира Владимировича. Задачи по выполнению мероприятий гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, поставленные перед округом, выполнены, говорят в региональном центре. Это и снижение смертности, и уменьшение показателей пострадавших, а также профилактика противопожарной безопасности среди населения. В Республике Ингушетия запущен пилотный проект, позволяющий осуществлять информирование и оповещение населения через каналы телевидения субъекта непосредственно из центра управления. Напомним, в Махачкале в Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан состоялся учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности всех субъектов Северокавказского федерального округа по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. И по итогам работы за 2013 год лучшим признано Главное управление МЧС России нашей республики. Милана Хашигулькова, Ильяс Дасхоев, Новости 24. Итоги за 2013 год подвели на коллегии в Министерстве труда, занятости и социального развития. Здесь обсуждались вопросы занятости и трудоустройства жителей республики. По словам руководителя ведомства, за прошедший год благодаря многочисленным социальным программам удалось в разы снизить уровень безработицы. Темпы в создании новых рабочих мест для населения обещают наращивать, улучшат и профобучение женщин, сидящих дома по уходу за ребенком до 3 лет. Также Багаудин Маршани отметил, что особое внимание в республике уделяется трудоустройству людей с ограниченными возможностями. Согласно 597 указу майскому, вопрос стоит по повышению заработной платы социальным работникам. Я знаю, что в многих регионах Российской Федерации вопрос решают тем, что сокращают количество социальных работников или ищут какие-то пути, чтобы можно было зарабатывать. Честно говоря, мы не склонны кого-то сокращать, потому что в республике большая безработица. Поэтому я дал поручение сотрудникам, чтобы они искали варианты, как можно заработать деньги. Сейчас уже нет сомнений в том, что регулярная сдача крови идет на благо. Более того, во многих странах это практически атрибут здорового образа жизни, наряду с правильным питанием и занятиями спортом. Чем все же рискует потенциальный донор? При наличии современного оборудования – ничем. Приборы для забора крови одноразовые и устроены так, что повторно ими воспользоваться нельзя. Доноры сегодняшнего дня – сотрудники отделения Пенсионного фонда России по Ингушетии. Репортаж Фатимы Кариевой. Бригада клинической станции переливания крови приехала в Республиканский пенсионный фонд, чтобы сотрудники этого учреждения, не отрываясь от работы, могли принять участие в акции. Их около 30 человек. Лида Хамхоева, специалист по пропаганде и агитации донорства крови и ее компонентов, рассказывает про случай, который целиком изменил картину донорства в республике. 18.06 мы проводили акцию, 2013 года, мы проводили акцию в администрации руководителя региона. Евкуров Юнусбек Баматгиревич первый лег, сдал нам кровь. И весь его коллектив сдал нам кровь. Также сдала вся охрана руководителя региона. После этого к нам стали на станцию приходить руководители, звонить о том, чтобы мы проводили у них акции в организациях. Стали приходить люди сами, без никаких звонков, сдавать кровь. В пенсионном фонде сдача крови стала доброй традицией. Здесь есть как почетные доноры, так и новички. Хава Ивлоева одна из них. Она считает, что сдача крови – гражданская обязанность каждого. Ведь это еще и полезно. Не только бесплатный анализ без затраты времени и средств, но и обновление крови. Я регулярно сдаю кровь. Это, во-первых, приятно осознавать, что твоя кровь может спасти чью-то жизнь. А во-вторых, это дополнительная возможность проверить свою кровь, а значит и проверить свое здоровье. А вот Елизавета Галаева – врач. Она рассуждает с профессиональной точки зрения. Человечество еще не придумало аналог заменителей крови. И поэтому Елизавета с радостью соглашается сдать ее и агитирует молодых принять участие в спасении чьей-то жизни. Я как врач прекрасно знаю, какие проблемы возникают при недостатке этой крови. Я все время принимаю в этом участие, сдаю кровь. И думаю, что каждый уважающий себя житель Республики Ингушетия понимает прекрасно эту проблему и будет принимать в этом участие. Собранную кровь должны проверить на гепатит Б, С и ВИЧ-инфекцию. Если не обнаружили никаких нарушений, гемокон отправляет в холодильную камеру на карантин, где он хранится при температуре минус 55 градусов 6 месяцев. Через полгода вновь проверяет кровь донора на отсутствие вышеперечисленных болезней. И только после всего этого его можно использовать. Несмотря на положительную динамику в донорстве, запасы жидкости в банке крови могут исчерпаться. Если жители республики
республики не будут относиться к этому со всей ответственностью. Ведь каждый человек может сдать кровь до 4 раза в год. Люди добровольно сдают кровь. Они сдают кровь по зову сердца. Они сдают эту кровь для продления человеческой жизни. Акции по забору крови проводятся круглый год. Они охватывают все организации и учреждения. Но сдать ее можно не только в передвижном пункте. Желающие могут прийти на станцию переливания крови. А сегодняшний день прошел плодотворно. 15 литров крови сдали сотрудники пенсионного фонда. И уже который раз стали самыми активными донорами. Фатима Кариева, Юнус Сучуев, Новости 24. Недоступность кредита, административный барьер, неграмотная подготовка кадров. В Роспотребнадзоре прошел круглый стол, где выявляли проблемы, мешающие развитию в регионе малого и среднего бизнеса. Предприниматели и представители различных организаций рассказали о трудностях, с которыми они сталкиваются в бизнесе, из числа которых были выбраны 5 наиболее актуальных. Самой обсуждаемой проблемой стала труднодоступность кредита для начинающего предпринимателя и высокие процентные ставки. Также собравшихся волновала реализация продукции. Во многих случаях продать товар удается с трудом из-за больших закупок из других регионов. Тяжелые вопросы, но 5 из них наиболее таких главных, когда все будет обобщено, будет представлено руководителю страны, и эти вопросы поэтапно будут решаться. Вы знаете, что аппарату уполномоченного по защите прав предпринимателей России удалось добиться многого. В Музее жертв политических репрессий запустили новый проект «Я – очевидец», суть которого в том, чтобы современники и будущее поколение были в курсе не только громких побед и ярких достижений, но помнили и страшные страницы истории своего народа. Горе 13 лет скитаний на чужбине не должно повториться, а потому надо помнить и ценить то, что есть настоящим. Работники музея собирают по крупицам свидетельства тех, кто оказался в пучине депортации. С каждым годом живых свидетелей остается все меньше. С одним из очевидцев встретился Руслан Албагачиев. Магомед Албагачиев родился в Икажево. Ранним утром 23 февраля 1944 года он проснулся от незнакомых голосов в доме. А когда вышел из комнаты, то увидел, что на пороге стоят 2 неизвестных ему людей в военной форме, с автоматами и какими-то бумагами в руках. Тогда ему было всего 8 лет, но до сих пор он не может забыть их слова. «Вы изменники Родины, мы должны вас депортировать». Всю семью Магомеда вместе с односельчанами собрали в центре села, где им зачитали приказ о депортации. عدل الوادر جوبيا قادي بيلخش باقا برر قالنا بر بيلخش حدي ولا لا تستضى بيك رجير صد ده وقت ده خير دي ادخل ستانسي نظراني ده ديجر اشتخدي سمعتش كي وقمت تشخوش درتها. Депортация – слово, знакомое каждому ингушу, чуть ли не с рождения. «Я очевидец» – так называется национальный проект, который проводят работники музея жертв репрессий. Цель проекта – сохранить воспоминания очевидцев тех страшных событий февраля 1944 года. Работу мы начинаем с того, что едем на дом к очевидцам репрессий 1944 года, и там же записываем на диктофон, делаем аудиозапись, снимаем на видеокамеру, потом уже идет обработка собранного материала. Проект «Я очевидец» – это один из основных проектов, который ведет наш мемориальный комплекс жертвам репрессий. Официально этот проект стартовал в 2012 году, хотя работа по сбору воспоминаний очевидцев депортации велась всегда с момента создания музея в 1997 году. С каждым годом все меньше остается очевидцев событий 70-летней давности, тех, кто испытал все тяготы и лишений в ссылке. Но в сердцах каждого ингуша остается память о черной дате в истории всего народа. Руслан Албагачиев, Ильяс Дасхоев, Новости 24. В этом году мы отмечаем столетие начала Первой мировой войны и вековой юбилей формирования одного из конных подразделений царской армии, так называемой «Дикой» или «Туземной дивизии». Организаторы акции восстановят боевой путь знаменитой конницы. По нему проскачут всадники современности, потомки Кавказской дивизии. Маршрут более чем внушительный. Россия, Украина, Молдавия и Румыния. Репортаж Миланы Хашагульговой.
Воины Кавказа прославили себя на полях сражений Первой мировой войны. В то время из добровольцев были сформированы 6 конных полков, объединенных в так называемую Кавказскую туземную конную дивизию. Ее история богата примерами личного мужества и отваги. Участниками были 3000 всадников. Одним из них был и отец Бембулата Куриева, Висамбек Куриев, офицер царской армии. Школа крепости Ханивей. Тигрес лягалась, тикалеску кость феханулась. Мошкурса, для халяса, мошкурса, было в Хани училище, военное училище. Они фигельцы, кавалеры, Андеш, было в Ханулась. У деревни Чертоец Висамбек Куриев был окружен австрийской пехотой, но смог пробиться к своим и своевременно предупредить о наступлении неприятеля, чем дал возможность отбить атаку. За свой подвиг Висамбек Куриев был награжден Георгиевским крестом от имени Николая II великим князем Георгием Михайловичем. Бархисиса того его постоянно. Анализе. Да, она всегда волос. Сзади агат. Все всегда оряли. Все всегда орят. Глубоком окружении. В 1934 году Висамбек Куриев был объявлен врагом народа и арестован, а в 1937 его расстреляли. Спустя 35 лет постановлением Верховного суда Висамбек Куриев был реабилитирован. Милана Хашигульгова, Магомед Титиков, Новости 24. Уже завтра в Ставрополе, а именно там окажется Олимпийский огонь, эстафету счастья подхватит наш земляк Руслан Ганижев. В самой масштабной и продолжительной акции за всю историю зимних игр впервые примет участие представители из Ингушетии. Традиция доставлять огонь к месту проведения состязаний с символической эстафетой берет начало в Греции, проходит через 5 континентов и при этом считается современной, так как началась на играх в Берлине в 1936 году. Это что касается истории мирового кросса, а о ближайшей перспективе в сюжете Заримы Ивлоевой. Руслана Ганижева ожидает необычная поездка. 24 января, когда эстафета Олимпийского огня перенесется из Пятигорска в Ставрополь, наш факелоносец должен быть в строю. Ганижев – активный молодой человек, который успевает совмещать учебу и работу. Также интересуется молодежной политикой. В молодежном правительстве занимает должность заместителя министра образования. Старается не пропускать молодежные форумы, такие как Машук и Селигер. 2 года назад в интернете увидел баннер Олимпиады «Вливайся в эстафету счастья». Под таким позитивным лозунгом проходит конкурс на сайте одного из партнеров игр в Сочи 2014. Я сделал регистрацию и никак подумать даже не мог, что я вот так выиграю. Но были, конечно, и вопросы характера, связанные с олимпийскими видами, олимпийскими играми. 20 вопросов было. На эти вопросы я ответил все правильно. Ганижев признается, когда ему позвонили из оргкомитета сообщить, что он будет участвовать в олимпийской эстафете, да еще и в одном из крупнейших городов СКФО, не поверил. Думал, что меня мои друзья разыгрывают. Я должен пробежать эстафету Олимпийского огня в Ставрополе 24 числа. Эта поездка в Ставрополь даст Ганижеву возможность принять участие в розыгрыше билетов на Олимпийские игры в Сочи. Он уже считает себя счастливчиком, и вероятность того, что через пару недель окажется в Сочи, не исключает. В Ставрополе будут разыгрываться билеты на Олимпийские игры. Надеюсь, тоже выиграть, попасть туда. Эстафета Олимпийского огня – одно из самых важных событий, связанных с играми. Это эмоции, которые по накалу не уступают самим олимпийским соревнованиям. У эстафеты Сочи 2014 ответственная миссия – объединить всю страну, тем самым заново открыть многообразие и красоту России. В первую очередь для самих россиян. Зарема Ивлоева, Муса Хамхоев, Новости 24. В Ингушетии заветный олимпийский огонь пронесут 20 счастливчиков. Среди них и футболист Исам Архиев. За всю профессиональную карьеру его рекорд по количеству забитых в ворота противника мячей смог побить только зенитовец Киржаков в прошлом году. Или Скорскиев о почетной миссии.
Иса Мархиев – легенда ингушского футбола. Он начал карьеру в 20 лет, играя в грозненской команде «Урарту». Затем перешел на ранг выше, в грозненский «Эрзу». В Назрановском «Ангуште» он играл 12 лет. За это время он успел стать одним из лучших бомбардиров в истории второго дивизиона. В 2006 году Иса стал главным тренером «Ангушта». В футбольном клубе произошли изменения. Спустя 3 года Иса перешел на должность спортивного директора. В копилке футболиста есть достижения, которых знают немногие. Иса является рекордсменом всех лиг российского футбола. В официальных матчах он забил в ворота соперников 208 мячей. Лишь в ушедшем году этот рубеж смог достичь звезда питерского «Зенита» Киржаков. Иса Мархиев уже прославился в футболе. Теперь ему предстоит получить свою минуту славы в Олимпиаде. За выдающиеся заслуги в спорте ему доверили почетную миссию – нести олимпийский факел. Этот факел пройдет через Ингушетию. Это вдвойне приятно для нашей республики. Приятно то, что выбрали меня факелоносцем. Для родных, для близких это тоже большое событие такое. Я думаю, в этом деле, когда я буду проносить факел, они меня поддержат все. В конце января факел 22-х зимних игр впервые прибудет в Ингушетию. К этому грандиозному событию готовится вся республика. Около полусотни факелоносцев, сменяя друг друга, пронесут олимпийский огонь. Это представители общественности, рабочие, спортсмены, люди, прославившие свой народ. Оказаться в их числе для ветеранов футбола – большая честь. С большим удовольствием и с радостью пронесу этот факел. Какой-то след, значит, я оставил в Ингушетии, мне это очень приятно. Несмотря на то, что футбольную форму сменил на костюм и директорский кабинет, Иса по-прежнему в отличной физической форме. Теперь ему предстоит разделить 8-километровую эстафету с самыми достойными и уважаемыми людьми в республике и пробежать свою заветную милю, держа в руке олимпийский факел. Ильяс Курскиев, Рамзан Миржоев, Новости 24. Вот такие новости. Спасибо за внимание и спокойной вам ночи.